Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. В Петербурге в полиции погиб таджикский 5-месячный младенец, пока его родители судили за нелегальную миграцию. Гуманитарная катастрофа в осажденном сирийском Алеппо. Жители зажаты между двух огней, а с неба летят российские бомбы. В Алеппо и в городе Аль-Марре люди зажаты, как в консервный банк. Прибалтика решила полностью и навсегда отказаться от российского газа. Мы объединили европейскую инфраструктуру. Нас больше ничто не разделяет. А в самой России на Урале в многоэтажках появились печки-буржуйки. Для того, чтобы потопить печку, надо 3 часа потратить. Душанбинцы протестуют против сноса культовых советских зданий, на месте которых планируют построить новые дворцы для президента. Эти здания, без них Душанбе не Душанбе. В России произошел ужасающий случай. В Санкт-Петербурге погиб 5-месячный таджикский младенец Умарали Назаров, отобранный милицией у родителей мигрантов. Далер Назаров и Зарина Юнусова были задержаны 13 октября по подозрению в нарушении миграционного законодательства, передает таджикская служба «Радио Свобода». Пока они находились в камере временного содержания, ребенок умер. По словам мигрантов, полицейские отобрали ребенка, когда их задержали. Через несколько часов суд решил депортировать обоих граждан Таджикистана из России, позволив им самостоятельно покинуть страну. Когда мать младенца Зарина Юнусова пришла в отдел полиции за своим сыном, с ней отказались разговаривать. А на следующее утро, 14 октября, ей сообщили, что ее сын умер, передает Интерфакс. По официальной версии, мальчик скончался от вирусной инфекции, однако родители утверждают, что ребенок был абсолютно здоров. Эта история получила широкую огласку, хотя российские государственные телеканалы об этом молчат. В Санкт-Петербурге уже прошел пикет у посольства Таджикистана. Около 100 человек требовали тщательного и беспристрастного расследования гибели 5-месячного мальчика. Ни МВД, ни миграционные службы России никаких объяснений пока не дают. Зато на ноту протеста Таджикистана российский МИД ответил соболезнованиями родителям ребенка и обещал провести тщательное расследование. Между тем, по имеющейся информации, миграционная служба России планирует в ближайшие часы депортировать Зарину Юнусову, мать погибшего младенца, в Таджикистан еще до завершения следствия. А Далер Назаров, отец ребенка, был вынужден уехать сразу после суда. К событиям в Сирии. Правительственные войска и иранская пехота продолжают штурм Алеппо. Агентство Рейтер впервые официально опубликовало кадры иранских военных, участвующих в операции против повстанцев. До этого присутствие в Сирии военнослужащих из Ирана подтверждалось только устными свидетельствами очевидцев и видео из интернета. Корреспонденты Рейтер утверждают, что на их кадрах именно иранские подразделения в окрестностях сирийского города Алеппо. Вы сейчас видите эти кадры. Иранская пехота участвует в штурме одного из населенных пунктов. Всего же за последние дни наступающим удалось захватить несколько стратегически важных деревень на окраинах Алеппо и местный аэродром. В самом же городе обстановка остается сложной. Часть города контролируется войсками сирийского правительства, а часть – разными группировками, которые сражаются как с наступающими частями Башара Асада, так и между собой. А вот что происходит сейчас в небе над Алеппо, где господствует российская авиация. Вы видите атаку российских штурмовых вертолетов, которые с небольшой высоты поражают цели прямо в жилых кварталах города. Очевидцы сообщают, что из-за непрекращающихся бомбардировок и ракетных обстрелов в городе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация для местных жителей, которые пытаются любой ценой выбраться из Алеппо. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз готов ускорить вступление в ЕС Турции, если правительство этой страны поможет Европе решить проблему сирийских беженцев. В помощь Турции Европа готова выделить 3 миллиарда евро. Наш корреспондент Шахида Якуб вернулась с турецко-сирийской границы, и мы побеседовали с ней о ситуации с беженцами. Шахида, здравствуйте. Много ли беженцев на турецко-сирийской границе? В каких условиях они живут и что они рассказывают о происходящем в приграничных районах Сирии? В Турции вообще 2,5 миллиона приблизительно сирийских беженцев. Из них большая часть находится по периметру границы. Но вот прямо на границе в городе Килис около 100 тысяч беженцев. Это
приблизительно столько же, сколько в этом городе турков. А в городе Газиантеп плюс-минус 350 тысяч. У людей практически ничего нет. Вот как они бежали без ничего, просто вот в чем были, так они и находятся в Турции. Конечно, помогают. Есть благотворительные организации. Сами турки тоже помогают как-то справляться, но это ужасная бедность. То есть я, например, снималась с семьей, их 10 человек, 8 детей, 2 взрослых, и они живут в маленькой комнатушке, и у них практически ничего нет. Вообще из Сирии поступает противоречивая информация, такое ощущение, что все воюют против всех. И говорят, что там очень много выходцев из России и Центральной Азии. Вы их встречали? Что они рассказывают? Есть правительственные войска Башара аль-Асада, есть иранская армия, есть Хезболла, есть российская авиация, которая поддерживает правительственную сирийскую армию. На другой стороне есть коалиция оппозиционных режиму как светских, так и религиозных группировок. Самыми большими из них является Свободная сирийская армия и организация религиозная Джабхат аль-Нусра, которая, в принципе, в какой-то момент Госдеп США записал террористические организации, но сейчас они подключились к общему оппозиционному потоку. И вот именно эта коалиция сражается как против ИГИЛа, так и против правительства Асада. Есть там много представителей из стран бывшего Советского Союза. Идет война. Война ожесточилась после того, как Россия стала наносить авиаудары по позициям, как говорит оппозиция, их позициям, не позициям ИГИЛа. Сегодня я услышала о том, что количество жертв уже превысило минимум 500. Людям просто некуда бежать. Если раньше были уличные бои между вот этими различными группировками, сейчас это авиаудары. И на самом деле в Алеппо и в городе Аль-Марре люди зажаты, как в консервной банке, и не могут просто убежать к границе Турции, которая, в принципе, в 40 километрах от них. Если предположить, что правительственные войска Сирии, им удастся взять под свой контроль Алеппо, Хомс, которые находятся недалеко, в 100 километрах от границы с Турцией, смогут ли беженцы вернуться назад в Сирию? Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что многие беженцы, они бежали именно от репрессий войск Асада и от репрессий иранских войск. А все их имена, многих из них имена содержатся в сирийской разведке. Если эти люди вернутся обратно домой, когда закончатся боевые действия, никто не дает гарантию о том, что их не будет дальше преследовать правительство Асада. То есть они оказались в ситуации лимбо. Спасибо, Шахида. Между тем, глава администрации России Сергей Иванов, которого западные СМИ называют одним из инициаторов военной кампании Российской Федерации в Сирии, заявил, что операция российских ВВС готовилась уже давно и была тщательно продумана и рассчитана. Об этом сообщает ТАСС. Со слов Иванова, российские самолеты были доставлены в Сирию скрытно и заблаговременно. Хотя до конца все скрыть, как хотели, не удалось, потому что, цитата, «переброску нескольких десятков самолетов не скроешь». Но даже в таком варианте неожиданное появление огромной российской военной группировки посреди воюющей Сирии стало неожиданностью для Америки и ее союзников. Как заявил командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, он даже не представлял, что, цитата, «они могут взять все это и отправить в Сирию». Способность России быстро передислоцировать большое количество своих сил – это не очень хорошее сочетание для НАТО. У Москвы, со слов генерала, есть возможность создать зону с ограниченным доступом с помощью средств ПВО в четверть Средиземного моря. Также Ходжи в своем интервью не исключил, что Россия может напасть и на Европу. В Кыргызстане парламент 5-го созыва завершил свою работу. Скоро новоизбранные парламентарии принесут присягу. Некоторые из кандидатов, которые участвовали в выборах и не попали в партийные списки, вышли на протест. Каким вспоминают прежний состав Жогурку Кенеш и с чего начинает работу парламент нового созыва? В репортаже Адилета Бектурсунова. Уходящий созыв был сформирован в нелегких условиях сразу после свержения Бакиева в 2010 году. Тогда же всенародным референдумом Кыргызстан впервые в истории установил парламентско-президентскую форму правления. В целом назвать работу парламента продуктивной крайне сложно. Эффективности работы законодателей никто и не почувствовал, хотя в течение 5 лет парламент принял более 1000 законов. Из важнейших принятых за последние 5 лет вспоминается только вступление в ЕАЭС. В основном депутаты все эти годы занимались дележкой кресел, интригами и развалом коалиции.
В течение 5 лет сменилось 5 премьер-министров. Парламентом руководили 2 спикера. Сначала был избран Ахмадбек Кильдибеков, позже против него было заведено уголовное дело. Кстати, этот созыв побил еще один рекорд. На 15 депутатов были возбуждены уголовные дела. Некоторые из них были осуждены, другим удалось избежать наказания. Многие западные страны шли к демократии столетиями. Наш же путь был намного короче. Сегодня мы смело можем назвать Кыргызстан демократической страной. В новом созыве парламента будет 6 партий. Центр избирком утвердил окончательные результаты голосования, и ни одна из партий, прошедших по итогам выборов, не получила большинство в законодательном собрании. Следовательно, на повестке дня ожидается формирование парламентской коалиции, а пока прошедшие партии активно принялись делить депутатские мандаты. Партийные чистки не обошлись без скандалов. Ряд возмущенных кандидатов пикетировали Центр избирком. Политик Кантемир Мурзабеков считает, многих исключили из партийных списков незаконно. Мои нарушены конституционные права, закон нарушен здесь, поэтому я требую законности. Вот пришел сегодня, мне как действующий депутата сюда в ЦИК не пускают. А какие вы были по списку? 37-й. Партии постепенно избавляются от кандидатов. Списки сортируются по набранным голосам избирателей. По исключению кандидатов рекорды ставит Республика Атаджурт. Партия вычеркнула из своих рядов 70 человек, претендующих на мандаты. Относительной стабильностью отличился оппозиционный блок Текебаева «Атамекен». От депутатской должности отказались экс-премьер-министр Джомарт Турбаев, экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева. Ожидается, что треть депутатского корпуса составят действующие парламентарии. Что будет представлять собой новый созыв, сказать крайне сложно. Адилет Бектурсунов для настоящего времени. Далее в программе. Прибалтика решила полностью и навсегда отказаться от российского газа. Мы объединили европейскую инфраструктуру. Нас больше ничто не разделяет. А в самой России на Урале в многоэтажках появились печки-буржуйки. Для того, чтобы потопить печку, надо 3 часа потратить. Душанбинцы протестуют против сноса культовых советских зданий, на месте которых планируют построить новые дворцы для президента. Эти здания, без них Душанбе не Душанбе. Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат арестован Кишиневским судом на 30 суток. Его обвиняют в причастности к исчезновению $1 миллиарда из банковской системы страны. Сам Филат сначала отрицал причастность к хищениям, назвав свое задержание дешевым шоу, и пообещал доказать невиновность в суде. Но затем передумал. Я полностью признаю свою ответственность и прежде всего хочу попросить прощения у своих родителей, у своей семьи и всех граждан Молдовы за то, что я соучастник этой ситуации. Но не я один. Мы все боялись сделать шаг назад, чтобы не упустить возможности наконец подписать соглашение об ассоциативном членстве в ЕС. Если я начну говорить обо всей нашей политической системе, в Молдове все взорвется к чертям. Страны Балтийского региона готовы полностью отказаться от российского газа. Европейская комиссия совместно с Польшей и Литвой договорились о строительстве трансевропейского газопровода. Это решение в Брюсселе назвали историческим. Подробности в репортаже Евгения Эрлиха. Уже сутки, как политики и журналисты упражняются в эпитетах. Вариантов много. Официально. Исторический договор – важнейшее стратегическое решение. Литературно. Новое окно в Европу. Или поддали газу. С легкой издевкой. Гудбай, «Газпром». Редко, когда фигура речи совпадает с реальностью, но в этот раз сошлось. В Брюсселе действительно подписали архиважный для стран Балтии документ о строительстве европейского газопровода из Польши в Литву. Сегодня мы еще раз продемонстрировали нашу европейскую солидарность. Это не просто договор, в результате которого страны Балтии обретают энергетическую свободу. Сегодня мы договорились о том, что мы вместе. Мы объединили европейскую инфраструктуру. Нас больше ничто не разделяет. Еще раз, мои поздравления с этим большим успехом. Спасибо всем вам. Для непосвященных вроде обычный строительный проект, одним газопроводом больше. Но почему с такой помпой? В Брюссель съехались президент Литвы, главы правительств Латвии, Польши и Эстонии. Принимал их лично председатель Еврокомиссии, а освещали все главные телекомпании западного мира. Ответ простой. По сути, западный мир подписал окончательный бракоразводный процесс с «Газпромом», с компанией, а точнее со страной, которая много лет диктовала Европе свою энергетическую политику.
Когда мы закончим работы по соединению энергосистем Польши и Литвы, это будет энергетический мост между нами, который позволит укрепить интеграцию стран Балтии с рынком Европейского Союза. И с этого момента Балтия перестанет быть энергетическим островом ЕС. В современном мире энергетика – стратегический продукт. Энергосистема балтийских стран, наследницы Советского Союза, до недавнего времени была замкнута исключительно на Россию. То есть Россия в состоянии отрубить от электричества весь регион. Для реальной национальной безопасности необходима альтернатива. В декабре прошлого года Литва, первая в регионе, запустила свой плавучий терминал сжиженного природного газа – СПГ. Газ Литва закупает в Норвегии. Хотя этот проект обходится в круглую сумму, литовская власть решила, что независимость дороже. Свои терминалы СПГ будут строить также Эстония и Финляндия. Решение уже принято. Латвия имеет внутренние газопроводы и с Литвой, и с Эстонией. А газопровод с Польшей – это уже третья альтернатива. То есть теперь на газовом рынке стран Балтии Россия всего лишь один из продавцов. Открытие польского рынка очень важно и для нас, и для Польши. У нас появился доступ к ресурсам Европы. С другой стороны, Польша теперь может использовать наш терминал сжиженного природного газа. Условно говоря, у нас появится намного больше потребителей. Вот так неожиданно на наших глазах сформировался новый мощный рынок электроэнергии и газа. Польша, в отличие от балтийских стран, давно уже подключена к энергетической системе ЕС. При этом поляки только что запустили и свой собственный терминал сжиженного газа. Иными словами, Восточная Европа стремительно ищет и находит разные варианты, как избавиться от «Газпрома», то есть в конечном итоге от влияния Кремля. Не случайно новому газопроводу Польша-Литва протяженностью в 534 километра в Европе присвоен статус приоритетного, то есть стратегического. Скажем так, что вот это вот «Газпром», а другого здесь пока и нету. О полной энергетической безопасности стран Балтии можно будет говорить только через несколько лет. Газопровод из Польши планируется запустить к декабрю 2019 года. И вот только тогда можно будет говорить о реальной альтернативе. То есть вместо политики придет экономика. Евгения Эрли, Даниил Жилинский, Евгений Павлов, Балтийское бюро RTVI. А в российской глубинке без газа научились обходиться уже давно. На Урале жители одного из поселков построили в своих квартирах печи-буржуйки. Местная котельная практически не работает из-за плохого обслуживания, а зимой температура воздуха в этих краях опускается до минус 40. В итоге коммунальные предприятия остались без солидного заработка. Рассказывает Екатерина Пономарева. Этой печки, когда кирпичная хрущевка строилась, в проекте не было. Новоселам обещали все блага цивилизации. Отдельную, пусть и похожую на чулан, кухню и центральное отопление. Строить голландку пришлось уже в 21 веке, когда новая здешняя власть перестала греть дома. Значит, надо много бересты. Ну и сидеть, вы знаете, для того, чтобы потопить печку, надо 3 часа потратить. А за ней надо следить, надо ее подкладывать все время, значит. В квартире Татьяны печь встроили в стену между комнатой и коридором. Голландка семье как родная, в морозы только она и греет. А зимой на Урале и под минус 40 бывает. В местной котельной последние 10 лет то угля нет, то кочегар запил, то котел старый прохудился. В итоге батареи больше 10 градусов тепла не давали. Зато счета коммунальщики присылали исправно. И немалые. Так, декабрь, значит, что? Вот смотрите, значит, в итоге, итог-то получается 3670, да, вот, а одно отопление только 300. То есть это львиная доля? Да, конечно. Платить за воздух люди устали и в этом году написали чиновникам официальный отказ от их казенного тепла. Печи разной масти живут во всех домах поселка. Больше, чем в 200 квартир. Почти везде батареи срезали. У соседа Татьяны снизу в ванной и вовсе стоит буржуйка. Или вот тетя Нинина кормилица на деревенский манер. Печь тоже встала между коридором и комнатой. На ней и чай кипятят, и обед готовят. Прошлый год так вообще ничего не топили. Вообще холодно было, сильно холодно. Но все равно платили. Ну, платили, конечно. Так если холодно, так зачем платили? Так нам не доказать же ничего, что они не топят. Местные коммунальщики меж тем рапортуют. Отказываться от их услуг люди поторопились. Котельную обновили как раз в этом году. Спустили из бюджета 500 000 рублей. Вопрос, зачем это делать, если люди от их услуг отказались? В управе разводят руками. Положено, раз деньги выделили. Не освоить их, пойти под статью за внебюджетное расходование средств. И если люди вернут батареи на место, дома обещают согреть. Если жители захотят
так скажем, отапливаться, возобновить. Вот. То внутренние отопительные приборы – это их забота, а тепло мы им подадим. То есть они должны будут сами поставить батареи? Ну, конечно, это же их квартира, это их собственность. Но жители поселка от теплых обещаний чиновников уже устали мерзнуть. Печи, говорят, надежнее, чем казенная система отопления, которая регулярно дают сбои. Так что вместо батареи люди закупают дрова на зиму и проверяют дымоходы. Екатерина Пономарева, «Настоящего времени». Жители Душанбе призывают власти страны сохранить исторический центр столицы Таджикистана. Недавно городской администрацией было принято решение о сносе 4 зданий советского периода, которые имеют не только архитектурную и культурную ценность, но и особую память для горожан. Пока речь идет о возможном сносе, но душанбинцы уже сейчас встали на защиту своего города, рассказывает Анушервон Арипов. Эти здания, без них Душанбе не Душанбе. Я думаю, что надо их оставлять. Я против, категорически могу сказать, категорически против. Да. Я считаю, что нужно сохранять, потому что там в Чайхане-Рахате, в другом месте, там мои родители, мама, отец тоже там бывали очень часто, и до сих пор ходим иногда с семьей. Решение властей о возможном сносе сразу 4 исторических зданий в столице страны не оставило равнодушным ни одного душанбинца. Новость обсуждают сегодня все. Петиция на имя президента страны с просьбой, цитирую, «остановить варварское уничтожение памятников культуры» собрала за несколько дней уже около 600 подписей. Создана инициативная группа. В новостных лентах и социальных сетях на разных веб-сайтах десятки комментариев по этому вопросу. За 1,5 часа я не нашел ни одного в поддержку решения о сносе. Постановление было принято не сегодня, по словам чиновников, а утверждено в генеральном плане по переустройству облика города. Первый заместитель председателя комитета по строительству и архитектуре при правительстве Таджикистана Нурали Саидзод в интервью радио Озоди сказал, что эти здания не соответствуют градостроительным нормам, не имеют национальный облик. Их место должны занять современные строения. После возведения Кохи-Навруз, подобия которому нет нигде в мире, Чайхана-Рахат больше не отвечает требованиям современной архитектуры. Однако с чиновниками не согласны ни жители Душанбе, ни историки, которые настаивают на том, что здания не типовые, и каждая из них уникальна, эксклюзивна и не имеет аналогов. А Чайхана-Рахат – это визитная карточка Душанбе. Ее знает весь город, весь бывший Советский Союз. Ее знает уже почти весь мир. Побывать в Чайхане-Рахат считает долгом каждый турист. К тому же, по словам историков, нужно учитывать не только архитектуру строений. Очень жаль, что у нас люди, облеченные властью, не понимают, что кроме архитектурной ценности есть еще ценность историческая. Казалось бы, да, театр Маяковского, старенькое здание, но оно достаточно прочное, но и здание историческое. Ведь в этом здании была принята впервые, может быть, со времен распада государства саманидов, государственность Таджикистана. То есть, когда в 1929 году, когда Таджикистан вышел из состава Узбекской ССР, была провозглашена Таджикская Советская Социалистическая Республика. На месте некоторых снесенных зданий, возможно, построят парламент, аппарат президента и администрацию города. Хотя чиновники говорят, что пока это неизвестно. Все 4 здания расположены одно за другим вдоль проспекта Рудаки, самой старой улицы города. Если их снести, то здесь откроется просто огромная территория. Так, навскидку, несколько сотен метров только по улице. Разрушат здание, возможно, уже в будущем году. И это несмотря на то, что республика охвачена последствиями финансового кризиса. Откуда будут найдены деньги на новое строительство, неизвестно. Исполнение этих проектов, по словам руководства комитета по строительству, будет осуществляться не только за счет бюджета, но и, скорее всего, с привлечением предпринимателей. Анушервон Арипов, Насим Исамов. «Настоящее время. Таджикистан». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.